Второй день форума также начался с чтения Корана. Суру из Священного Писания прочитал потомок последнего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Хафиз Мухаммад Имади Аль-Акрамейн, прибывший из Франции. Сразу после участники меджлиса принялись за дискуссию на тему «Права и возможности мусульманина в светском государстве». Каждый из присутствующих делится своим видением решения проблемных вопросов, возникающих у верующих в современном мире. Тема этой конференции «Фикх аль-иститаа» эта тема настолько важна именно сейчас, поскольку это фундамент, на который, опираясь, мусульмане мира могут жить в ладу между собой и с представителями других конфессий. В течение нескольких часов ученые-богословы прочитали десятки докладов, отметили собравшиеся и ту неоценимую роль, которую сыграл еще первый президент Чеченской Республики и вклад его сына, служителя Корана Рамзана Кадырова. Я хотел бы поблагодарить всех организаторов, которые смогли организовать такой религиозный и интеллектуальный форум по очень животрепещущему вопросу, который имеет колоссальное значение для исламского богословия, для воспитания и распространения идеи аль-васатия и умеренности среди мусульман. И эта концепция также очень важна для повседневной жизни мусульман. На встрече обсудили самые актуальные вопросы, с которыми сталкиваются мусульмане, проживающие в светских государствах. Среди них служба в армии, процентный кредит, подготовка ученых алимов и информационная политика, которая зачастую лишена объективности по отношению к мусульманам. Особое внимание было уделено и борьбе с экстремизмом. Здесь же по каждому вопросу участники озвучили свое видение по решению возникающих проблем. По итогам двухдневной работы Международного миротворческого форума собравшиеся приняли резолюцию, большинство пунктов которой касаются прав и возможностей мусульман, а также джихада. По единогласному мнению богословов, ни один военный конфликт на сегодня не соответствует этому статусу. Многие из операций современного джихада, а также экстремизма внутри мусульманских стран не удовлетворяют условий джихада и в основном приводят к гневным реакциям, которые противоположны тому, для чего узаконен, собственно, джихад. Необходимость скорейшей разработки научных дисциплин, права возможностей для предотвращения вторжения самозванцев в этом деле, и, естественно, это окажется помощью для ученых. В своем заключительном выступлении доктор Усман Абдурахим также отметил высокую организацию мероприятия. Ежегодный форум имени первого президента Чечни Ахмата Хаджи Кадырова стал открытой площадкой для диалога между представителями мусульманской общины из различных стран. Участники единодушно высказались в том смысле, что то, что сделал Ахмад Хадж Кадыров, который сумел предотвратить сражения, бои, военные действия, является отражением того, что произошло действительно в этой республике. И в заключении участники обращаются к главе Чеченской Республики с благодарностью за созыв этой конференции и желая ему всего хорошего, а также желаем процветания, прогресса Чеченскую Республику. Мы благодарим также Министерство по делам вакуфов и делам религии, а также благотворительный фонд Кадырова и фонд поддержки исламской науки, культуры и образования. Завершилась конференция чтением священного Корана и дуа в память об Ахмате Хаджи Кадырове, после чего собравшиеся совершили коллективный намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.
После коллективной молитвы гостей ждал торжественный обед с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Обсуждение различных вопросов продолжилось в неформальной обстановке. Рамзан Кадыров поблагодарил каждого за визит и плодотворную работу, принципиальные и глубоко научные оценки явлениям в исламском мире. Вам успехов, чтобы вам скорее дали второе звание. Мы очень этому рады. Спасибо نعم نحن نقدر جهودكم واهتمامكم بنا، نحن شاكرين لكم ذلك. وبركة ودي رئيس وبركة اشتغال سماش دعوة دينا تعاون بركة مسنا. После глава республики дал интервью представителям российских и зарубежных СМИ. Грозно очень процветает последние годы. Что вы могли сказать про это? Как вы управляете весь этим городом? Ну, Грозный мы полностью восстановили в начале и потом заняли новым строительством. И у нас такие амбициозные планы, стратегии разработаны. Мы хотим сделать Грозный центром, молодежным центром Кавказа, так скажем. И поэтому мы строим и развиваем, и нам все наши братские государства помогают, инвестируют в республику. Нам сегодня строить, развивать город и обеспечить безопасность абсолютно нетрудно, потому что народ с нами. А если народ с вами, то абсолютно управлять нетрудно. Ахмед Джабраилов, Алхазул Керимов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.